Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И в начале коротко о главном. Миллиарды на экологию. Отмониторили эту ситуацию, договорились, что нам окажут полное содействие. И дай бог в следующем году приступим к проектированию. До конца текущего года объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны провести модернизацию и получить комплексное экологическое разрешение на дальнейшую работу. Это документ, который регламентирует деятельность предприятий на предмет воздействия на окружающую среду. Большая вода на подходе. Пик паводка в Башкортостане еще не пройден. Возможно ли у нас повторение наихудшего сценария, как в соседней Оренбургской области? В прошлом году тифоны сработали, грубо на 2 дня, даже еще меньше. На сегодняшний день работает уже около 8 дней. Башкортостан в плюсе. Все именно наши крупные предприятия, нефтехимия, то, что мы привыкли гордиться, и то, что у нас дает весомый вклад как раз в индекс промпроизводства, они все показывают свой рост. Правительство предоставило депутатам Госсобрания отчет о своей деятельности за последнюю пятилетку. По отношению к 2023 году у нас уже непосредственно рост на 33%. Поступай по-новому. Я понимала то, что я хочу именно работать в своем районе, помогать своему району в развитии, и из-за этого подала туда заявление на целевое. Целевиков теперь будут выбирать не вузы, а работодатели. Поступающим нужно внимательно следить за новостями, потому что первичный отбор целевиков будет проводиться заказчиками, не вузами. Ближайшие 2 года станут переломными в вопросах экологии. Все промышленные предприятия должны до конца 2024-го получить комплексное экологическое разрешение. Иначе их ждут огромные штрафы. Вопросы проведения экомониторинга на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, обсудили в Южноуральском межрегиональном управлении Росприроднадзора, где прошло совещание с участием главы Башкортостана. Подробности в репортаже Руслана Батыргариева. Это, к примеру, Капель 105-7. Здесь мы проводим анализы воды, почвы, отходов на металлы, анионы, катионы. Главу республики знакомят с работой филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений. Подведомственное Росприроднадзору учреждение занимается исследованием сточных и природных вод, почвы и отходов. Отсюда же будет в онлайн-режиме вестись мониторинг промышленных предприятий на превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Датчики контроля в ближайшем будущем планируют устанавливать непосредственно на источниках выбросов. Мы занимаемся как лабораторным аналитическими измерениями, так и экспертным сопровождением. В части лабораторного сопровождения мы анализируем как природную воду, так и сточную воду, отходы в части биотестирования и в качестве химического анализа, также почвы и донные отложения. После ознакомления с работой Южноуральского межрегионального управления Росприроднадзора Ради Хабиров вместе с коллегами из различных министерств и ведомств, а также представителями крупных промышленных предприятий региона обсудили проведение экомониторинга объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Главный вопрос – получения промышленными предприятиями комплексного экологического разрешения. Это, скажем так, требование закона, что с 1 января 2025 года все предприятия должны получить единое комплексное экологическое разрешение. Это один из элементов той работы, которую проводит и федеральное правительство, и мы, все-таки по улучшению ситуации с экологией. Это 2 вещи самые большие, конечно, это и атмосферное загрязнение воздуха, и сточные воды. Вот поэтому мы сегодня уже такое в первом приближении рассмотрели, как эта работа ведется. Но на данный момент даже некоторые предприятия еще не приступили к этому вопросу, поэтому мы сегодня определенный импульс даем. Уйти от этого будет невозможно. Федеральный закон требует все объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, а таковых в республике более 3500, обязаны получить комплексное экологическое разрешение. Иначе за причиненный природе ущерб придется платить в десятки раз больше. К примеру, для нефтяных компаний вместо 4 миллионов рублей штраф будет составлять 240 миллионов. Это документ, который регламентирует деятельность предприятий на предмет воздействия на окружающую среду. Один из условий получения
КЭР, это является, как вы уже в своем докладе, Радий Фаридович, сказали, это модернизация устаревшего оборудования. На сегодняшний день действительно этот вопрос назрел для решения с применением на лучших доступных технологий с целью снижения выброса как в атмосферный воздух, так и сброса сточных вод. Для получения заветного документа предприятия первым делом должны будут представить проект того, как они собираются снизить негативное воздействие на окружающую среду от своей деятельности. В совещании в формате видеоконференции принимала участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Одной из болевых точек в регионе Светлана Родионова назвала вопрос с Уфахимпромом. Его территория требует рекультивации. Эта работа должна начаться уже в ближайшем будущем. Это объект накопленного вреда. Все мы знаем. Уфимцы знают, это десятки гектар, сотни гектар, которые надо привести в порядок. Силами республики это невозможно, потому что там речь идет о ликвидации десятков миллиардов рублей. Но вот сегодня мы с Светланой Геннадьевной очередной раз отмониторили эту ситуацию и договорились, что нам окажут полное содействие. И дай бог в следующем году приступим к проектированию. В целом глава республики назвал 4 ключевых направления по охране природы Башкортостана, которыми сегодня озабочены власти региона. Это уменьшение выбросов в атмосферу вредных веществ, загрязняющих сточных вод, ликвидация накопленных отходов и наведение порядка в сфере добычи полезных ископаемых. Природопользователи – это не какие-то злостные нарушители и враги, а в первую очередь партнеры республики. От работы промышленных предприятий, которые являются драйверами экономики, во многом зависит благополучие региона. Поэтому с ними необходимо выстраивать конструктивный диалог. В таком ключе прошло совещание в Росприроднадзоре. Руслан Батыргареев, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Привести в порядок город после зимы можно еще раньше. Об этом во время рабочей поездки по Уфе накануне сказал глава республики. Изначально планировалось вычистить столицу от накопившегося за зиму мусора к 1 мая. Но в связи с тем, что снег практически сошел, вполне можно справиться до 15 апреля, отметил руководитель региона. Как раз в минувшую субботу стартовали традиционные общегородские субботники. Ознакомился Радий Хабиров и с тем, как в Уфе решается вопрос с ликвидацией дорожных изъянов. Асфальтобетонные заводы пока еще не запущены, поэтому ямочный ремонт делают, применяя холодную и литую асфальтобетоновую смесь. Помогает в этом специальная техника – рециклеры асфальта. Готовим смесь сами в рециклерах и укладываем. Это временная мера до того момента, когда запустятся заводы по изготовлению асфальтобетонной смеси. Вот. Где-то ориентировочно с 15 числа мы уже будем работать именно горячими смесями по ямочному ремонту. Зима была очень сложная в этом году. И вот я сам визуально даже видно, и по жалобам жителей, сильно дороги рвало. Сильно. Это вот в Уфе еще ситуация. Во многих наших городах ситуация довольно такая сложная. Поэтому вот сейчас ориентируем, чтобы делали быстрый ямочный ремонт. У нас же еще асфальтовые заводы не запустили. То есть мы пока холодным вот таким асфальтом льем, но тем не менее вот эту работу надо делать. В ходе рабочей поездки по Уфе Радий Хабиров заехал и в детский оздоровительный лагерь «Чайка», где ознакомился с созданными для отдыха детей условиями в новом быстро возводимом модульном корпусе. Сейчас там строится еще одно аналогичное здание. А вот Уфимский дворец борьбы будет не просто украшением, но и гордостью столицы республики. Объект откроют к 450-летию Уфы. В этом году он станет основной площадкой проведения международного форума «Россия. Спортивная держава». Глава республики проинспектировал ход работы, уделив в этот раз отдельное внимание благоустройству прилегающей территории. Сами видите, что здесь мы действительно, как говорится, территорию не пожадничали. Это будет парковая зона. Здесь, соответственно, футбольное поле будет, поле для баскетбола. Ну, то есть здесь вот там даже здание будет для переодевания. Зимой здесь будет каток заливаться, чтобы здесь коньки выдавались. Здесь получается такой мультифункциональный спортивный комплекс, не только связанный с борьбой. Вот. Ну, пока вот мы все в графике идем. Избежать повторения чрезвычайной ситуации в Оренбургской области. На контроле Главного управления МЧС России по Башкортостану находится 46 ситуаций в 20 районах и городах республики, связанных с затоплением жилых домов и придомовых участков, СНТ и переливов автомобильных дорог. В ряде населенных пунктов большая вода уже отступает, но пик половодья в регионе еще не пройден. Как жители справляются с весенним паводком, расскажет мой коллега Азат Садриев.
Проигнорировав запрещающие знаки, владелец этого автомобиля выехал на затопленный участок дороги Акьяр-Сибай, за что чуть не поплатился своей жизнью и жизнью 2 пассажиров. Большая вода снесла легковушку в кювет. Достать машину удалось лишь спасателям при помощи спецтехники. Мощь стихии можно оценить по этим кадрам. Десятки кубометров воды в секунду сбрасывают с Таналыкского водохранилища. 5 сифонов открыты уже больше недели. Такого раньше не было. Сколько воды приходит, столько и сбрасывается. Поэтому на водохранилище вода не задерживается. На сегодняшний день, по информации, снижение уровня воды на 50 сантиметров. Я так думаю, что грубо 3-4 дня еще сифоны поработать, и снижение уровня реки Таналык будет очень существенно. А раньше такое было? Раньше, в прошлом году, сифоны сработали, грубо на 2 дня, даже еще меньше. На сегодняшний день работает уже около 8 дней. В последний раз большая вода заходила в деревню Илячево на границе с Оренбургской областью в 1998 году. И спустя четверть века из-за обильных осадков река Туратка, что втекает в Таналык, вновь вышла из своих берегов. Жители были готовы и помогли друг другу. Все пацаны по дворам ходили. Все мебель поднимали, холодильник, морозильник поднимали. У нас в деревне люди дружные, всем всегда помогаем. В постоянной готовности находятся и спасатели. На водоемах организовано дежурство. Ведется круглосуточный мониторинг уровня рек. Чтобы избежать ледяных заторов, проведены взрывные работы, а из подтопленных подворий людей эвакуируют в безопасные места. В этом году в связи с тем, что резкое потепление и то, что в этом году снега было очень много, и с резким таянием у нас уровень рек резко поднялось, и то, что земля мерзла была, талые воды пошли поверху, как говорится, и населенные пункты, дороги некоторые наблюдалось переливы. Содействие сотрудникам МЧС оказывают и местные жители. У многих наготове были плавсредства, которыми на неделе пришлось воспользоваться, чтобы вывести из зоны подтопления людей, попавших в беду. Приехал на место, посмотрели обстановку, как проверили уровень воды и пошли с напарником вместе туда. Получается, одну женщину вывели оттуда с половодья и бабушку. В этом году сильнее, чем в том году. Дважды, 2006 года уже дважды так случается. Такой паводок. Насколько поднимался вода? Да. А на этих кадрах мощные потоки воды и ледяные глыбы толщиной почти в метр сносят все на своем пути, с корнем вырывая и вековые деревья. Сейчас ситуации более спокойные, однако пик паводка еще не пройден. Расслабляться рано. Половодье в горной местности непредсказуемо. На склонах еще много снега, и когда он начнет активно таять, уровень воды может резко подняться буквально за несколько часов. Сейчас внимание местных властей и экстренных служб приковано к реке Сакмара. Вниз по течению в зоне риска находятся 2 населенных пункта – Акюлово и Уразбай. Население предупреждено, все силы и средства готовы к развитию самого худшего сценария. Азат Садрей, Виктор Беренков, Виктор Демидов. Итоги недели. Хайбулинский район. Рекордные инвестиции в экономику Башкортостана и темпы строительства жилья. На очередном заседании Госсобрания правительство республики предоставило отчет о своей деятельности за последние 5 лет. В этот период управленческой команде под руководством главы региона Радия Хабирова удалось преодолеть непростые вызовы – пандемию коронавируса, экономические санкции, СВО. Тем не менее, правительству удалось выполнить свои обязательства. Продолжается работа по строительству и ремонту социальных объектов, благоустройству территорий, в том числе сельских. Приступили к реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры. В прошлом году был побит абсолютный рекорд по вводимому объему жилья – 3 миллиона 300 тысяч квадратных метров. Всего же за 5 лет удалось нарастить показатели жилищного строительства на треть. Инвестиции в экономику Башкортостана достигли 620 миллиардов рублей. Промышленный сектор тоже в положительной динамике. На протяжении 3 последних лет Башкортостан входит в тройку регионов-лидеров рейтинга эффективности промышленной политики. За последние 5 лет на государственную поддержку промышленного производства направлено более 12 миллиардов. Введено порядка 50 новых производств. 2018 год был, по словам Государственной инвестиционной агентства, 1,5 миллиона новых предприятий. 2019 год ожидается 1,5 миллиона новых предприятий. 2020 год – 1,5 миллиона новых предприятий. 2021 год – 1,5 миллиона новых предприятий. 2022 год – 1,5 миллиона новых предприятий. 2023 год – 1,5 миллиона новых предприятий. 2024 год – 1,5 миллиона новых предприятий. 2025 год – 1,5 миллиона новых предприятий. 2026 год – 1,5 миллиона новых предприятий. 2027 год – 1,5 миллиона новых предприятий. 2028 год – 1,5 миллиона новых предприятий. 2029 год – 1,5 миллиона новых предприятий. 2030 год – 1,5 миллиона новых предприятий. 2031 год – 1,5 миллиона новых
В результате в прошлом году промышленность выросла на 6,5%. Это существенно лучше, чем в среднем по стране. Нам удалось удвоить объемы производства в легкой и деревообрабатывающей промышленности. И здесь досрочно выполнили целевой ориентир 310-го указа главы республики. Число предпринимателей в республике выросло до 136 тысяч, а по развитию социального предпринимательства Башкортостан находится на втором месте среди регионов России. На этом фоне и безработица сократилась вдвое, до 2,3%. Это рекордный показатель за 30 лет. Развивается туризм, продолжается строительство автодорог и обновление автопарка Башавтотранса. Для жителей сельской местности открываются фельдшерско-акушерские пункты. Продолжается активное развитие туризма. С каждым годом Башкортостан для себя открывает миллионы гостей со всего мира. Этому способствуют не только международные форумы, но и мероприятия, проводимые в регионе, но и внешнеэкономическая деятельность. Буквально 3-4 года назад глава Республики Башкортостан уже сразу в регионе поставил нам задачу и сделал акцент на развитие сотрудничества с такими странами, как Беларусь, Казахстан, Узбекистан. И мы фиксируем тот выбор, поставленным главой, что он дает нам максимальный импульс и максимальное развитие внешнеторгового оборота. Сотрудничество с Беларусью – это топ номер 1 стран наших партнеров, и мы здесь фиксируем и инвестиции, и развитие культурного сотрудничества. Самое главное достижение прошлого года – это экспорт. Экспорт нашей башкирской продукции в 44 страны мира. Это на более чем 300 миллионов долларов. Это говорит о том, что башкирская продукция производится натуральная, соответствует мировым стандартам, и эту работу будем наращивать. Говоря, что у нас производится 1,5 раза больше продукции, чем мы сами потребляем, мы обеспечили полностью продовольственную безопасность, и до 30 года нам в 2 раза необходимо увеличить экспорт башкирской продукции в другие страны мира. Отчет правительства прокомментировали эксперты и политологи. Они заявляют, что успехи Башкортостана за 5 лет – закономерный результат той работы, которую начал и ведет Ради Хабиров, возглавив республику. С самого начала удалось построить работу, поскольку намечалось как-то, некоторое возникло замедление развития у нас. В предыдущие годы до именно этой команды как-то прежние достижения начали ослабевать. И здесь нам удалось снова выйти именно на траекторию успешного развития одного из самых эффективных регионов страны. Увеличение продолжительности жизни людей, условия жизни, социальные многие проблемы решаются успешнее даже, чем раньше. Индекс промышленного производства в Башкортостане вырос почти на 20% за последние 5 лет. Это выше темпов по стране и в Приволжском федеральном округе. Республика уверенно движется вперед. Даже если посмотреть на ситуацию с начала текущего года, рост производства составил более 9%, что опять же выше среднероссийских показателей. Несмотря на экономическое давление Запада, поддержка республики помогает предприятиям не просто оставаться на плаву, но и развиваться. Подробности расскажет Артур Шамсудинов. Уфимский трансформаторный завод – один из крупнейших в Восточной Европе. Площадь только основного корпуса как 5 футбольных полей. Впрочем, и этого уже мало. Чтобы удовлетворить растущий спрос от заказчиков на предприятии, намерены расширить производственные мощности. В данный момент идет процесс набора заказов этого года и уже на 2025 год. В целом мы выглядим по 2024 году намного лучше, чем в 2023, с учетом того, что мы в планах вырасти по сравнению с 2023 годом в 1,5 раза. В целом загрузка завода до конца года будет составлять порядка 80-90 трансформаторов по декабрю месяцу. Именно в сфере выпуска электрооборудования фиксируется наибольший рост производства с начала года – почти 170%. Чем больше заказов, тем больше требуется сотрудников. На трансформаторном заводе сейчас работают почти 400 человек. Причем много молодежи, которую на предприятии обучают более опытные сотрудники. Что самое удивительное, это как бы на завод и не похоже. То есть вроде как светло, чисто, на завод даже не похоже. Я когда сюда пришел, я даже не поверил, что это на самом деле такое существует.
Вот, то есть очень все чисто, опрятно. Рост производства отмечают и на Кумертауском авиапредприятии. Если 5 лет назад Кума был в глубоком кризисе, теперь завод, что называется, набирает высоту. Помимо вертолетов, здесь наладили выпуск беспилотных машин. Горизонт планирования по обеспеченности заказами просматривается до 2030 года. Основная масса для нужд оборонной отрасли. При этом большая работа проводится и по выпуску продукции гражданского назначения. Мы с республикой пытаемся продвинуть создание противопожарной эскадрильи на базе наших вертолетов К-32. Также у нас показатели заработной платы увеличились. В 2023 году составляла средняя заработная плата 55 тысяч рублей. На сегодняшний день с учетом повышения составляет 64,5 тысяч рублей. За 5 лет в республике удвоили объемы производства в легкой и деревообрабатывающей промышленности. В 1,5 раза увеличили объемы в мебельном секторе. Основа такого развития – энергетическая инфраструктура. За пятилетку ежегодные инвестиции в нее выросли на 62%, превысив 8 миллиардов рублей. Все наши флагманы – это и машиностроение, наши предприятия УМПО и НИФАС, и все, то есть работают стабильно. Рост на некоторых фиксируется там плюс 30%. То есть все именно наши крупные предприятия, нефтехимия, то, что мы привыкли гордиться, и то, что у нас дает весомый вклад как раз в индекс промпроизводства, они все показывают свой рост. То есть показывают то, что сегодня уверенно, стабильно заместили те санкционное давление, то, что было. Те меры поддержки, которые вкладывали мы в прошлом году, они дают свои результаты, то есть в рамках новых производств. Промышленность – один из драйверов всей экономики. Именно на нее приходится более половины всех инвестиций, так же, как и налоговых отчислений в бюджет. И, конечно, еще одно важное достижение, в том числе благодаря развитию промсектора. Рекордно низкий за 30 лет уровень безработицы – 2,3%. Здесь, кстати, Башкортостан опять же оказался лучше многих других регионов, опередив среднероссийский показатель. Артур Шамсудинов, Азат Садреев и Равиль Рахимзянов. Итоги недели. В Башкортостане к концу года построят еще 131 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках нацпроекта здравоохранения возводят учреждения, оснащают и проводят капитальный ремонт. Например, за несколько лет в Башкортостане уже установили 351 модульных ФАПов. В этом году дополнительно запущена региональная программа, благодаря чему благоустроят уфимские медицинские заведения. Этот проект рассчитан на 6 лет. Общий объем финансирования составит 8 миллиардов рублей, из которых 500 миллионов освоят в текущем году. Это капитальный ремонт 118 объектов здравоохранения, учреждений здравоохранения. Но 118 объектов – это учреждения, то есть в одном учреждении может быть 2, 3, 5 объектов, поскольку у нас структурных подразделений очень много. И оборудование. Оборудование, медицинские изделия, это мебель и оргтехника. Туда же, где нет стационарного, приедет ФАП на колесах. В Мишкинском районе новый мобильный фельдшерский пункт объехал 36 деревень. Он начал функционировать несколько месяцев назад, и в нем приняли почти 400 человек. Выезды осуществлялись в первую очередь в отдаленные населенные пункты. Таких мобильных комплексов по республике уже 49. На борту есть все необходимое. Можно сделать экспресс-анализ, оказать экстренную помощь. Внутри он разделен на 2 помещения, в которых проводят первичный осмотр, диагностику и необходимые процедуры. Для жителей малых деревень такой мобильный ФАП очень удобен. В такую грязь ходить в райцентр, в больницу не надо. Здесь же берут анализы, проходим ЭКГ, меряют глазное давление. И по результатам этих анализов уже мы можем пройти дополнительные исследования в ЦРБ. Пациент может получить такое же обследование, такой же прием врача, как и в поликлинике. Существует определенный график выездов, и где-то примерно раз в неделю выезжаем в разные деревни, каждый по участку, где нет стационарного ФАПа. А теперь о других новостях, без которых картина недели была бы неполной, расскажет мой коллега Эмиль Басариев. Пропавших детей будут искать до последнего. Накануне глава Башкортостана посетил оперативный штаб по поиску школьников Дамира Адигамова и Павла Паличева. Радик Хабиров ознакомился с ходом поисковой операции. Руководитель региона пообщался с родителями пропавших детей и заверил, что все службы в полную силу продолжат работу. Ранее удалось обнаружить портфели мальчиков и 1 сапог, предположительно, одного из детей.
В республике с 1 по 30 апреля действуют ограничения для большегрузов. По словам специалистов, это связано с уязвимостью дорог во время повышенной влажности. Причем рассчитывают допустимую массу для каждой оси въезжаемой машины. Проверку осуществляют стационарно с помощью мобильных пунктов. К примеру, в Башкортостан не сможет заехать трехосный односкатный большегруз, если вес на первый узел превышает 9 тонн, а на второй и третий 8 тонн. В Уфе завершился республиканский форум школьного образования «Взлетай». Он стал уже 6-м по счету, и в этом году участие в нем наряду с педагогами и представителями профильных ведомств впервые приняли дети. В заключительный день форума организовали 9 дискуссионных площадок. Модернизация школ, поддержка учителей, говорили и об инициативах, направленных на улучшение качества образования. В частности, участники форума обсудили внедрение новой модели оказания психологической помощи ученикам и соответствующую подготовку педагогов. В Уфе завершила работу республиканская площадка Всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди как люди». Он был приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. Участниками фестиваля стали родители, дети, а также педагоги, психологи, врачи. На площадках прошли многочисленные мастер-классы, ярмарки, выставки творческих работ. В республике в настоящее время насчитывается более 2000 детей с расстройствами аутистического спектра. Сегодня в экстренные службы поступило сообщение о столбе черного дыма в микрорайоне Сипайлово. На улице Чудской загорелись пустые пластиковые емкости, огонь быстро перекинулся на двухэтажное здание автосервиса. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. К тушению были привлечены 48 человек и 12 единиц техники. Причина пожара устанавливается. Для замера вредных веществ в воздухе привлечена лаборатория Госкомитета Республики по ЧС. Сотрудники управления ФСБ по республике задержали 3 18-летних жителей Уфы. Они планировали совершить диверсии на объектах связи. Молодых людей задержали с поличным. На месте были изъяты инструменты и вещества для совершения преступления. Оперативники установили, что друзья решили подзаработать в интернете и им предложили деньги за нарушение закона. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Срок за нее до 20 лет. В Сибае появится мемориал, посвященный погибшим в Амурской области горнякам. Его откроют в сквере горняков-первопроходцев в микрорайоне Горном. Об этом мэр города сообщил после встречи с близкими вахтовиков. На руднике «Пионер» под завалами оказались 13 шахтеров, 5 из которых из Башкортостана. Спасательная операция проводилась почти 2 недели, после чего ее решили свернуть. По заключениям экспертов, проводить дальнейшие работы опасно в связи с вероятностью повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках. В Башкортостане завершился региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Он проходил на базе 78 площадок, в том числе на территории предприятий. В итоге 176 профессионалов основной категории и 68 юниоров представит регион в ноябре на всероссийском этапе чемпионата. В Уфе выбрали самую красивую девушку Башкортостана. Титул «Мисс Республика-2024» завоевала 22-летняя уроженка Гафурийского района Радмила Асфандиярова. После победы в финале регионального этапа она представит республику на конкурсе «Мисс Россия». Конкурс «Мисс Республика» прошел уже в 10-й раз. Целевиков будут теперь выбирать не вузы, а работодатели. При этом разместятся заказчики на одной площадке на портале «Работа в России». Также раз в полгода они начнут получать данные об успеваемости студентов, которые учатся по целевой форме. Изменился и срок, в течение которого обязаны трудиться отныне целевики. После выпуска не меньше 3 лет, но и не больше 5. Приемная кампания в этом году в большинстве вузов для очников стартует 20 июня, а вот заочники уже начали подавать документы. Что еще нового ожидает абитуриентов в следующем материале? Быть бок о бок или спиной к спине с трендами – лишь часть работы медиацентра УНИТ. А главное – говорить на одном языке со студентами. Контент создают сами ребята. В команду принимают и первокурсников. Причем со всех факультетов. Так пришла в медиацентр Диана Галиева. Пока в качестве участника молодежных инициатив. После выпуска планируют поддерживать таких же начинающих ребят. Я учусь в университете, на организатор работал с молодежью, пошла по целевому. Я понимала то, что я хочу именно работать в своем районе, помогать своему району в развитии, и из-за этого подала туда заявление на целевое.
В администрацию? В администрацию Крымско-Ленинского района. Место нашла сама и заключила договор. Возможно, одна из последних, кто действовал именно по такой схеме. В предстоящей приемной кампании изменения, касаемые целевого обучения. Будет единый портал, абитуриент заходит в эту систему. Этот портал начинает работать с 1 мая. Выбирает предприятие, выбирает один вуз, зачисляется, а именно потом только заключает договор о целевом обучении. Поэтому и считается, что одно направление и один вуз. А осталась ли возможность самостоятельно это сделать? Самостоятельно заключить договор, самостоятельно выбрать организацию? Пока мы ждем, на самом деле, правила, разъяснений, которые появятся только с 1 мая, ближе к этому моменту. То есть, если человек подает документы не через портал госуслуги, а лично, допустим, хочет заявиться в организацию, вот эти правила уже будут разъяснены позже. Теперь вузы будут проводить целевой прием на основании предложений заказчиков, которые будут размещаться на едином цифровом портале «Работа в России». То есть поступающим нужно внимательно следить за новостями, потому что первичный отбор целевиков будет проводиться заказчиками, не вузами. В предстоящую приемную кампанию больше возможностей увеличить баллы для поступления. Причем за одну и ту же позицию, например, за волонтерство, разные вузы начисляют разное количество бонусов. С этого года такое одно новшество. Ученики, которые в школах получают медаль 1-2 степени за отличную учебу, то с этого года вот впервые получается, тоже имеет право получить до 10 баллов. Именно сколько баллов университет сам устанавливает, каждый университет по-своему. Гарантированно можно поступить теперь в нефтяной университет, но только набрав минимум 220 баллов и пройдя некий кастинг для получения сертификата, который как бы подстраховывает абитуриентов. Ребенок или поступает на бюджет в рамках конкурса, но сертификатом мы его страхуем. Если на бюджет он не поступает, то вуз оплатит обучение. Абитуриенту нужно пройти конкурс, показать свою мотивированность в освоении, во-первых, образовательных дисциплин в рамках нефтяного университета, во-вторых, мотивацию в работе на технических специальностях в дальнейшем на предприятиях республики. Перестраховались также и с выбором предметов для ЕГЭ. По многим образовательным программам мы расширили перечень ЕГЭ, по которым он может поступать на эти образовательные программы. Если раньше это была только физика, сейчас физика, информатика. Если это была химия, сейчас это химия, биология. Это взаимозаменяемо. У нас вот геология, геофизика, вот эти направления как раз-таки связаны в рамках уже профессиональной направленности. То есть мы говорим, что там равноценно. То есть или ты сдаешь физику, или ты сдаешь географию. Поступить в ОГНТУ могли в этом году впервые и школьники, которые еще не получили аттестат о среднем образовании. Речь, правда, только о недельном опыте. В нефтяном университете для будущих абитуриентов запустили новую профориентационную программу. Школьники на каникулярное время приезжают в университет, становятся студентами нулевого курса, получают шеврончики на форму и изучают с нашими преподавателями, профессионалами, предметниками предметы математика, физика, русский язык, химия, но не только в том ключе, который подразумевает школьная программа, а в тех разделах, которые уже необходимы для изучения профессиональных дисциплин профильных. В высших учебных заведениях выделены льготные места для определенных категорий. Однако с оговоркой, например, в Институт искусств не примут без проверки таланта. Главное – это, соответственно, направление творческое. Как абитуриент владеет инструментом, насколько он одарен голосово, если он поступает на вокальную кафедру, какие у него данные по живописи, по скульптуре, если он выбрал это направление, но также одарен ли он в актерском мастерстве. Уфимский институт искусств может стать более востребованным у поступающих из Поднебесной. В Демусском университете прошло мероприятие по обмену искусством в рамках перекрестного года культуры России и Китая. Там обсудили возможность выделения дополнительных мест в Уфимском вузе. И на деле показали, что могут говорить на одном языке – музыкальном. Поступающие же в России могут подать заявку через госуслуги, там же прикрепить документы об индивидуальных достижениях и праве на льготы.
Для поступающих также традиционно остаются льготы. Это основная льгота, у нас особые квоты. Это для инвалидов, сирот, детей, для самих ветеранов боевых действий. И отдельные квоты это для участников СВО и для детей участников СВО. Отдельная квота выделена и для тех, кто, продолжая семейную династию, собирается облачиться в белый халат. Детей медиков, которые пожертвовали жизнью для спасения людей от ковида, могут при поступлении рассчитывать на льготу. Это сделано для поддержки тех, кто потерял кормильца, чтобы, если они и ставили крест на будущем, то только красный. Лилия Курбанова, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов. Итоги недели. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До свидания.